На данный момент проходят реставрационные работы в мечети. Была проведена большая работа, и нам удалось войти, включиться в федеральную целевую программу «Памятники России». Заявка, которая была осуществлена в прошлом году, которая попала в титульный список Министерства культуры Российской Федерации, включала в себя замену опорных конструкций потолка, они были все сгнившие. И, конечно, реставрационные работы по живописи. Вы видите, что им занимаются. Из-за подтечек сверху они были, часть их была полностью утрачена, идут сейчас восстановительные работы. Но в ходе работ, которые в ходе начала этих работ, когда провели полностью дефектовку и скрыли потолок, скрыли обшивку барабана под куполом мечети, скрыли обшивку купола, и обнаружил, что и там то же самое, вся деревянная конструкция поражена грибком и сгнила. И поэтому сегодня нам необходимо опять включиться в эту программу на следующий год и заменить и барабан требует замены, и купол тоже требует замены. Сейчас на данном этапе работы, которые были включены в программу, они ими занимаются, но параллельно идет работа по документации, чтобы включить опять те работы, которые необходимо сделать дальше. Работы очень серьезные, ориентировочная стоимость, которую посчитали специалисты, около 30 миллионов рублей. Нам помогает сенатор Татованов, глава республики. Я думаю, общими усилиями и с помощью Всевышнего Аллаха, наверное, мы постараемся попасть в эту программу, и чтобы эти работы не были остановлены. Уникальный памятник культуры, уникальный памятник архитектуры, уникальный памятник религиозной культуры, религиозной архитектуры, уникальная мечеть. Если мы ее оставим в таком виде, в котором она сегодня, то она, конечно, может пострадать очень сильно. Я думаю, надеемся, что мы этого все вместе не допустим. Сама история этой прекрасной мечети уходит вглубь времени, уходит в 19 век. В Владикавказе были деревянные мечети, каменные мечети, вот такого серьезного конструктивного характера не было. Мусульманская община города Владикавказа обращалась к царю, к императору российскому с разрешением, что им разрешили построить мечеть. И община, мы достали архивные документы, собирала деньги на постройку этой мечети. Фамилии эти известные, Кусовы, Шанаевы во главе общины стояли. И когда монаршее разрешение было получено, то средств не хватало. В то время здесь часто был гостем города Владикавказа Муртаза Мухтаров, нефтепромышленник, меценат, очень известный человек, очень интересной судьбы, азербайджанец, яркая, сильная, смелая личность. Он был зятем генерала Туганова, его женой была дочка Туганова, Лиза Туганова. И община Владикавказа обратилась к нему за помощью. Тогда Мухтаров сказал, конечно, я вам помогу, и более 50% средств, которые были необходимы для постройки мечети, он взял на себя эту сумму. Более того, он привез художника Плошкова, архитектора очень уникального, с которым он работал многие годы. Тот привлек художника Далижаля. И вот эти люди создали вот такую уникальную мечеть. Она похожа на египетскую Аль-Асхар, но похожа внешне. Здесь чуть немного по-другому сделано. Вот такого памятника архитектуры, религиозной культуры в России нет. Она входит в каталог ЮНЕСКО, эта мечеть. И по самому конструктивному решению этой мечети, по дизайну внутреннему и по росписи. Очень богатая роспись в этой мечети, очень богатая. Такой росписи. Самая красивая мечеть 20-го столетия. Я думаю, мы никак не должны потерять то, что нам оставили наши предки.